Памятник Махир, расположенный в 30 километрах на северо-востоке от города Кашгар Уйгурской автономии, является важным буддийским монастырем древнего государства Кашгар. Он находится на северном берегу реки Чикмак, на юго-восточной террасе горы Гуматак. С 2019 года в течение 5 лет Центральный университет национальностей и Институт археологии и культурных реликвий провели здесь 6 раскопок, обнаружив более 30 тысяч артефактов. Среди них изделия из камня, керамики, бронзы, дерева, монеты, а также фрагменты гипсовых буддийских скульптур. У этих гипсовых скульптур лицо, ладони, ступни, складки одежды изящны по форме и отражают изменения в разные эпохи. Одно из ликов Будды сочетает черты гандхарского и стиля центральных равнин. Ладонь Будды длиной 41 см указывает, что статуя была вдвое больше человеческого роста. Еще более редкая деревянная ступня с 6 пальцами раскрывает информацию о царском доме царства Кашгар, а также черепица под влиянием архитектуры центральных равнин. Многочисленные кости овец, крупного рогатого скота и лошадей подтверждают записи о том, что кашгарские монахи ели мясо. Археоботанические исследования определили 18 видов овощей и фруктов, а пыльцевой анализ выявил более 40 родов растений, что предоставляет важные данные для изучения изменений пустынной среды в районе памятника Махир. Самой важной находкой стал монастырский архитектурный комплекс. Его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. На 12 строительных площадках расположено 18 отдельных зданий, всего 62 комнаты, а также 2 лестницы, ведущие на верхнюю и нижнюю террасы. Эти здания сложены из сырцового кирпича, стены оштукатурены известковым раствором. Они подразделяются на монашеские кельи, залы Будды, лекционные залы, кухни, медитационные комнаты и так далее. Здесь прослеживаются различные культурные влияния – местное, индийское, гандхарское, среднеазиатское и центральные равнины. Ступа является знаковым сооружением памятника. Она сохранилась на протяжении почти 1800 лет. Археологи провели вскрытие окружающего ее слоя, расчистили 2 яруса основания и большую платформу, что позволило по-новому взглянуть на ступу. Археологические раскопки и исследования показывают, что памятник был основан в I веке нашей эры и был разрушен исламистами и заброшен в конце IX-X веках, процветая около 1000 лет до прихода в регион ислама. В I-III веках круглая ступа служила культовым центром. Вокруг нее вразброс располагались монашеские кельи. С IV века и до момента разрушения и запустения были пристроены залы Будды, кухни, лекционные залы и квадратная ступа, сформировав окончательный облик. Памятник Махир является самым западным из ныне обнаруженных в уйгурской автономии, самым ранним по времени, с довольно длительным периодом существования и относительно хорошо сохранившимся крупным наземным буддийским монастырем из сырцового кирпича. Его большая ступа находится в центре, а ранняя планировка с жилыми помещениями для монахов рядом или сбоку представляет собой тип монастырской планировки, впервые созданной в Индии вскоре после ухода Будды. В уйгурской автономии это впервые обнаружено столь отчетливо. Это синтез местных, индийских, гандхарских, среднеазиатских и центральных равнин. Это свидетельствует о культурных обменах и взаимодействиях, а также о всеобъемлющем характере уйгурской цивилизации и имеет особую ценность для укрепления чувства многорелигиозности древней уйгурской нации. Археологические результаты вызвали огромный резонанс в стране и за рубежом. Но, главное, этот древний уйгурский буддийский памятник – ответ всем идеологам, от радикального ислама до утопического коммунизма. У уйгуров своя цивилизация.